Представители украинской делегации в ПАСЕ неоднократно сообщали о том, что российская делегация в рамках ПАСЕ поднимает так называемые гуманитарные вопросы, проблему с критической ситуацией водой в Крыму. И вот сегодня вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Россия не получит воду для оккупированного Крыма с материковой Украины даже в силовой способ. Давайте вместе послушаем его цитату. Ви ж знаєте, що захищаючись, досить мати менший склад. У нас з вами офіційний контингент 250 тисяч, публічні дані наших Збройних сил. Плюс 50 тисяч Нацгвардії. Плюс додайте сюди тих, хто вже через фронт пройшли. Якщо не помиляюся, 460 тисяч наших громадян. Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання – навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть силовим способом. Їм треба буде пролити кров російських солдатів. Как вы думаете, вот эти попытки русских через международные площадки ПАСЕ, ОБСЕ и так далее добиться каким-то образом открытия через Северокрымский канал воды в Крым, возобновления водоснабжения, они тщетны или же все-таки нет? Я думаю, что они не увенчаются успехом в любом случае. Украина четко говорит о том, что Крым превращается в военную базу, которая угрожает не только Украине, которая угрожает и европейским странам, ну и даже, наверное, в более широком масштабе на самом деле. И что внутренние запасы есть для того, чтобы обеспечить население. То, что Российская Федерация как оккупант, она несет ответственность за гуманитарную ситуацию, то есть она должна, в первую очередь, обеспечивать население. Если она берет эту воду, отдает под военные нужды, но Украина точно не должна этому потакать. Плюс украинский президент в одном из своих выступлений сказал, что, пожалуйста, мы готовы помогать населению, можем возить водовозами воду и так далее, но, конечно же, не будем ее пускать по каналу, поскольку мы не сможем проконтролировать, как она будет использоваться. То есть со своей стороны мы говорим, что, пожалуйста, мы готовы помочь нашим гражданам, которые пребывают на временно оккупированных территориях, но в то же время потакать милитаризму Российской Федерации мы не собираемся. И я считаю, что это правильная позиция. Мы ее очень четко, постоянно доносим. И я думаю, что среди большинства наших западных партнеров и вообще в мировом сообществе это понимание, оно также уже устоялось. Поэтому все попытки России сказать, что вот ай-яй-яй, какая Украина плохая, что не дает воду, приводят к гуманитарной катастрофе, экологические и так далее, они не воспринимаются на сегодняшний день. Ну, и это в целом видно по вообще отношению к Российской Федерации, видно по заявлениям и послов G7, и Борреля, и Соединенных Штатов Америки, и Великобритании, да, которые четко говорят о том, что Российская Федерация не какой-то не миротворец и не гарант чего-то, а страна конфликта. Ну, это касается Донбасса и, соответственно, касается ситуации в Крыму, поскольку там все ясно, она страна оккупант. Пускай она и несет гуманитарную ответственность, ну а это должен быть показатель для крымчан на самом деле. То есть о ком или о чем в первую очередь беспокоится Российская Федерация, о своей военных и своей военной какой-то мощи для того, чтобы дребезжать и кого-то там угрожать. А проблемы населения экономического характера, экологического